Всем доброе утро, хорошего настроения. С вами Вероника Тамтосова. Продолжаем радоваться первой рабочей неделе этого года. Все уже вошли, я думаю, или пытаются войти в рабочий ритм. Об этом поговорим чуть позже. Дадим несколько полезных советов. Как всегда, у нас немножко историю. Расскажем, по каким улицам мы гуляем, чтобы было интереснее по ним проходиться. Тем более, что за окном потеплело. Ну, кстати, о потеплело расскажем прямо сейчас. Итак, о погоде. В центральных районах сегодня 39-34 ниже 0. В Заречной группе 38-28 градусов холода. В южных минус 36, минус 31. В Вилюйской группе 51-44 градуса мороза. В Нижнеленских минус 45, минус 42 градуса. В западных минус 43, минус 33 градуса. В Колымо-Индигирской группе Улусов 39-30 ниже 0. В Янских 38-36 градусов мороза. На северо-западе минус 52, минус 38 градусов. Температура воздуха в 6 утра в столице составила 35 градусов ниже 0. Атмосферное давление 758 метров ртутного столба. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Сегодня днем в Якутске небольшой снег. Ветер также северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Температура в столице будет минус 34, минус 33 градуса. Ну что, у нас такие уже красивые кадры, уже теплеет, правда, появилось солнышко, праздники окончены, пора возвращаться в форму. Сотрудники Московского зоопарка организовали своим подопечным особые тренировки с лакомствами, чтобы помочь им восстановить активность. На кадрах панда Динь-Динь с завидным упорством стягивает угощение с сосновых ветвей. Сначала зубами, если не получается, подключает лапы. Другой участник тренировок – енот, который вступает в интеллектуальный бой со стеклянным куполом, внутри которого спрятаны орехи. Как рассказали в зоопарке, подобные занятия помогают животным поддерживать и развивать природные навыки, необходимые для добычи пищи. Также специалисты отмечают, что панды, в отличие от многих других видов медведей, не впадают в зимнюю спячку. Причина их – низкокалорийная бамбуковая диета, которая не позволяет накопить достаточные запасы жира для долгого сна. Ну, если даже они тренируются, то что нам отставать? Да, по-моему, тоже пора возвращаться к тренировкам, к бодрости, заряду хорошего настроения, ну, а также к общению с окружающими. А о том, чтобы было о чем поговорить, прямо сейчас спешим поделиться последними новостями. Приветствую, дорогие коллеги и зрители. Расскажу о самых заметных событиях этого утра. Правительство России утвердило программу госгарантии бесплатного оказания медпомощи на 26-28 годы. Программа дополнена рядом новых положений. В частности, включен подраздел, определяющий порядок оказания медпомощи в центрах здоровья, которые создаются по всей стране. Также программа расширена за счет включения новых современных методов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи. В их числе терапия при раке мочевого пузыря, сердечно-сосудистой хирургии, гематологии и трансплантации органов, выявление генетических нарушений и хромосомных аномалий у эмбрионов. В Якутии проиндексировали страховые пенсии на 7,6%, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Всего же январская индексация затронула 241 413 пенсионеров, в том числе 167 249 неработающих граждан. Средний размер их пенсии вырос на 2597 рублей и составил 36 776 рублей. Одновременно на 7,3% увеличена стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Стандартно для погодных условий республики в январе в Якутске участились случаи коммунальных аварий. От прорванных труб до оборванных линий электроснабжения. Их устранением занимались специалисты ЖКХ и энергокомпании, усиленные на время высоких морозов. Так, только с начала месяца департаментом ЖКХ было принято и обработано около 300 заявок. В день приходилось почти до 30 вызовов, а к работе подключалось до 4 бригад одновременно.
В период морозов аварийная нагрузка на сети возрастает. Всего было зафиксировано 13 аварийных отключений на сетях теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения. Каждая ситуация на особом контроле департамента. Самым масштабным была авария на газопроводе 3 января по улице Чайковского. Для безопасного устранения утечки газа потребовалось почти более 12 часов. В зону отключения попали несколько десятков жилых домов и административных зданий. Мы координировали действия Сахатранснефтегаза, МЧС и управляющих компаний, организовали оповещение жителей. Работы были завершены в максимально сжатые сроки и с полным соблюдением всех норм безопасности. В СВФУ запускает магистратуру по математическим основам искусственного интеллекта. В 26-27 учебном году Институт математики и информатики откроет набор на новую магистрическую программу «Математические основы искусственного интеллекта и математического моделирования». Для поступающих предусмотрено 7 бюджетных мест. Программа ориентирована на подготовку специалистов, владеющих современными математическими методами и алгоритмами. Выпускники смогут применять их при решении научных, инженерных и прикладных задач в сфере анализа данных, математического моделирования, управления сложными системами. В марафоне «Полюс холода» и Мякон примет участие рекордное количество спортсменов. Регистрацию прошли 96 представителей из 44 регионов России, а также Беларуси и Японии. Среди них экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, который пробежит ультрамарафон на 50 километров. Считают дни до зимнего забега 16-17 января 2026 года. 50 километров в 50 лет при минус 50, поделился Алексей Смертин. Мероприятие включает забеги и на короткие дистанции 5, 10, 15 и 21 километр 100 метров. В этом году организаторы планируют официально зафиксировать марафон в книге рекордов России. Это были последние новости к этому часу, но скоро еще обновим ваши знания о том, что происходит в республике и в мире. Дорогие друзья, вот я хотела задать вам вопрос. А вы часто смотрите на календарь? Порой за обычной цифрой скрываются удивительные истории. Что мир вспоминает именно сегодня? Давайте узнаем в нашей постоянной рубрике. На календаре 14 января. Старый Новый год. По народному календарю Васильев день. Говорили, что Василий пополам святки делит. С 7 по 13 января праздновались святые вечера, а с 14 по 19 – страшные. В этот день девушки особенно рьяно гадали о замужестве. Этот день считался очень важным с точки зрения его влияния на весь последующий год, поэтому его старались провести как можно веселее и сытнее. Об урожае судили и по приметам. Снег или сильный мороз в этот день обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга – хороший сбор орехов. Этот день в истории. 1506 год. В Риме найдена скульптура Лаокоон и его сыновья. 1700 год. Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы. 1814 год. В Петербурге открылась для общего посещения Императорская публичная библиотека. 1929 – день рождения Московской области. 1989 – день рождения группы Любэ. 1992 – основана масонская ложа «Гармония», первая в современной России. В этот день родились Адам Чарторийский, польский и российский государственный деятель; Петр Семенов-Тяньшанский, российский географ, статистик, глава Русского географического общества; Берта Моризо, французская художница; Альберт Швейцер, немецкий теолог, философ, музыкант и врач, нобелевский лауреат; Анатолий Рыбаков, советский писатель-романист; Юкио Мисима, японский писатель и драматург; Людмила Пинаева, советская спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка; Валерий Харламов, советский хоккеист, нападающий, олимпийский чемпион; Анна Самохина, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Именины сегодня отмечают Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим и Федот.
Дорогие друзья, мы всегда спешим поделиться последними новостями. Сегодня у нас проходит завершающий день республиканской конференции конкурса молодых исследователей «Шаг в будущее» имени академика Владимира Петровича Ларионова. Программа дня насыщенная. Утром участники будут выступать с докладами и проходить командный зачет. А уже вечером состоится торжественное закрытие и особое событие – заседание, посвященное 30-летию федеральной программы «Шаг в будущее» в республике. Поговорим об этом с нашими гостями. В студии Василий Павлов, ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия, и Павел Дороговоз, проректор по науке и цифровому развитию Московского государственного технического университета имени Баумана. Доброе утро. Доброе утро. Ну, мы уже все эти дни встречаемся с участниками, да, с теми, кто ранее участвовал в нашей конференции. Это очень лестно, что срок 30 лет очень впечатляет всех, и безусловно. Но расскажите о ходе конференции в целом и ее истории, пожалуйста. Да. Конференция — это огромное большое событие, флагманское мероприятие Малой академии наук. Мы отбираем самых лучших ребят, которые занимаются научно-проектной деятельностью. Это работа, которая длится многие месяцы, обычно и летом, и осенью, зимой, вся подготовка, да, так сказать, все научные результаты. Ребята делают очень интересные работы. В этом году очень много было участников, и отобрали 551 проект. Это очень впечатляюще. Это огромное количество работ, и много экспертов принимают участие, 44 подсекции, новые есть направления, да, как всегда, БПЛА, очень интересует сейчас ребят, да, так сказать, искусственный интеллект, много модных тем, да, так сказать, и самое интересное, даже одежда, быт, история, генеалогия, все то, что интересно нашим юным исследователям. И все это началось 30 лет назад, было очень скромное начало, всего десятки проектов, и все это как раз заложил наш первый президент Михаил Ефимович Николаев, у которого сложилась очень хорошая дружба с ректором знаменитого университета нашего технологического, да, имени Баумана, Игорем Борисовичем Федоровым, который как раз и начал в 1991 году замечательное движение, и мы стали частью этой экологии, этого, значит, замечательного мероприятия, научно-исследовательское движение молодежи, которое как раз вот открыли в Бауманке. И мы очень гордимся, что вот на наше 30-летие приехал представитель, проректор из Бауманки, да, Павел Анатольевич Дороговоз. Ну, у нас, мы уже наслышаны о выдающихся результатах наших молодых исследователей, которые уже даже в спутнике запускают, да, то есть это такой тоже итог, на самом деле, 30-летней работы именно в этой направлении, вообще не в любом. Но очень интересно, конечно, послушать о международном состоянии проекта «Шаг в будущее» и таком сотрудничестве многолетним с Московским государственным техническим университетом. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, прежде всего хотелось бы поздравить уже с наступившим Старым Новым годом, пожелать нам всем в эти новогодние праздники крепкого здоровья, бодрости, а всем тем, которые имеют какое-то отношение к инженерной деятельности, найти красивые, простые технические решения для тех сложных проблем, которые стоят между нами, потому что мероприятие «Шаг в будущее» — это как раз про то, как инженеры создают будущее. Это шаг вперед. Будущее наступит всегда, независимо от нашей деятельности, но вот то, каким оно наступит, это определяем мы, это определяют наши дети, которые участвуют в этом мероприятии. Мне было очень приятно и интересно посмотреть на те масштабы, в которые превратилась вот эта инициатива, к зарождению которой был причастен наш Бауманский университет 30 лет тому назад. Сейчас это уже совершенно другие цифры вовлеченности молодежи, вовлеченности и взрослых экспертов, которые смотрят на те идеи, оценивают их, те идеи, которые предлагает следующее поколение, их новый взгляд на мир. Это крайне интересно, крайне познавательно, уже возвращаясь вот к этому мероприятию, узнать для себя, как говорят инженеры, по обратной связи, а что получилось, и посмотреть, каким образом мы можем откорректировать, усилить вот это фактически массовое движение.
Ну, какие мероприятия вот запланированы именно к 30-летию? Потому что, ну, все-таки это юбилейная дата, и участников теперь очень много. Да. И вот мы видим, что у нас сегодня даже некое заседание будет подведение Ну, у итогов. нас будет торжественное заседание, как раз соберутся в ученом совете, в зале ученого совета нашего Северо-Восточного федерального университета, который является основным источником наших экспертов. Да, и там мы будем праздновать. Дело в том, что в создании и проведении нашей конференции принимало участие очень много известных людей, ученых нашей республики. И как раз вот среди них был Владимир Петрович Ларионов, наш первый академик из народа Саха, который как раз является выпускником вот нашего знаменитого университета технического имени Баумана. Да, его имя гордо носит целая аудитория Бауманки, да, и портрет, настоящий портрет висит в зале почета, да, на стене почета как раз данного университета. Ну, здорово. Вот в чем заключается сотрудничество Московского государственного технического университета с Якутией? То есть у нас есть, мы знаем, целевые, по-моему, даже места по итогам конференции. Вот ребята что смогут продемонстрировать вот именно в своих направлениях, которые связаны с вашим университетом? Специфика инженерной деятельности связана с тем, что это коллективная, это командная работа. Это не отдельные чемпионы, единоличники, а это коллективы людей. Каждый из них вносит свою составную часть, свой вклад в создание больших систем на благо общества. И мероприятия, связанные со шагом в будущее, они тоже нацелены на отбор тех молодых людей, которые готовы встать на этот нелегкий путь инженерной деятельности с тем, чтобы совместно создавать вот это будущее, о котором мы говорим. И как раз мероприятие по шагу в будущее является такой первой ступенькой для того, чтобы войти в технический университет и приступить к овладеванию навыками инженерной деятельности. Вы для себя уже какие-то коллективы выделили, какие-то направления? Кто-то себя уже успел проявить? Безусловно, мы сейчас смотрим на ребят, на те проекты, которые они представляют. Там есть направления, которые являются флагманскими для нашего технологического развития в рамках национальных проектов, заявленных и реализуемых правительством. Университеты, ведущие инженерные университеты, активно участвуют в национальных проектах технологического лидерства. Это вопросы, связанные с робототехникой, с автоматизацией, с радиоэлектроникой, с другими направлениями, которые являются крайне важными для обеспечения нашей независимости и нашего будущего лидерства на мировой высокотехнологичной арене. Ну, с точки зрения технических наук нам такой итог подвели. Здорово, что во всех направлениях наши ребята представлены. Будем ждать их результатов, кто будет ведущими. А вот как вы оцените итоги конференции? Ну, понятно, что еще сегодняшний день. Да, но вот уже 2 дня прошли. Ну, ребята познакомились друг с другом, это самое главное. Вот как раз сказал коллега, да, так сказать, самое важное это то, чтобы у нас было начало коллаборативного взаимодействия, да, так сказать, и это происходит путем общения, путем создания дружеских связей, да, когда ребята начинают делиться с друг другом идеями, да, и потом эти идеи превращаются в очень интересные проекты. И у нас уже, как говорится, есть хорошие результаты. Это вот проекты, связанные с космической тематикой, где вот ребята, наши участники, лауреаты и призеры стали как раз такой очень сильной, хорошей командой, создавшей малый космический аппарат Чолбан-1, который уже летает над нами. Мы как раз телезрителям вчера о нем рассказали. Это, безусловно, поражает, что молодые люди смогли достичь уже такого уровня, что этот аппарат будет теперь собирать данные. Вот как раз они нам не хотели приоткрыть секрет, какие данные будут аккумулировать и что представят. Видимо, планируют еще. Вот. Спасибо большое, что пришли. Очень интересно. Желаем успешного завершения конференции. Ждем в гости уже с результатами наших ребят. Ну и, конечно, удачи всем сегодняшним участникам. Ну и ждем имена победителей, которые продолжат развивать науку в республике и вольются уже в команды технических инженеров.
Дорогие друзья, ну все мы с утра куда-то бежим, по улицам с пункта А в пункт Б. Но что если остановиться и посмотреть по сторонам? Вот, например, улица Губина города Якутска. Вы уверены, что знаете ее? Между прошлым и настоящим пропасть целую эпоху. От конных экипажей до первых автомобилей, от деревянных домов до современных многоэтажек. Готовы к экскурсу в историю? Давайте отправляемся в путешествие прямо сейчас. Здравствуйте! Мы в Якутске, на улице, которая носит имя не просто человека, а поступка. Поступка, который навсегда остался в памяти города. У улицы была сложная судьба. Она была приозерной, потом Владимира Губина и даже на время стала Алданской. Но в итоге справедливость восторжествовала. А главное – это история людей, которые здесь жили. Интересно, что сама улица тоже менялась. Сейчас она начинается от улицы Федора Попова. Ее протяженность 1 километр, а раньше была длиннее и начиналась почти от самой улицы Кальвицы. В середине прошлого века здесь вырос целый микрорайон речников. Эти уютные двухэтажные дома строили для работников порта и пароходства. В тех квартирах, просторных по меркам того времени, дети могли кататься на велосипедах по длинным коридорам. И это было настоящее благоустройство. Все дома с центральным отоплением. В одном из таких домов жил Владимир Губин, выпускник Ленинградского института, перспективный специалист. Его ценили как грамотного и очень отзывчивого человека. В то время улица была длиннее и выглядела иначе. На месте нынешних домов стояли бараки с печным отоплением, а за водой ходили на колонку. Но судьба распорядилась иначе. Вечером 8 октября 1964 года Владимир возвращался с супругой домой. Они жили вот в этом доме у озера. На тонком льду дети играли. Внезапно лед проломился, и дети оказались в ледяной воде. Не раздумывая ни секунды, Владимир Губин бросился их спасать. Он выталкивал детей на лед, и перепуганные ребята цеплялись за него, тянули ко дну. Все 4 детей были спасены. А вот сам 25-летний Владимир, обессилев, выбраться уже не смог. За этот подвиг он был посмертно награжден орденом «Знак почета». Спустя 55 лет, в 2019 году, здесь был открыт этот мемориал. Он – напоминание новым поколениям о том, что настоящие герои живут среди нас. Улица имени Владимира Губина, пройдя через несколько переименований, сохранила свою главную историю. Историю улицы речников, большого труда и великого подвига. На этом выпуск передачи «Моя улица» завершен. До новых встреч! Ну, мы только что прогулялись с вами по улице Губина города Якутска, вдохнули воздух ее истории. Но есть история еще более тонкая и прочная. Она живет не в камне, а в слове, родном языке. Он такой же полноправный житель нашего города, нашей улицы, нашей семьи. Как не потерять эту нить, связывающую нас с прошлым и настоящим? Конечно, изучать его, наш родной якутский язык. И прямо сейчас еще один замечательный урок. Үтө күнінен. Үтө күнінен. Сегодня научимся склонять имена существительные по падежам. Аня, сколько падежей в русском языке? 6. Правильно. А в якутском языке на 2 падежа больше. Это основной, винительный, винительно-собирательный, частный, дательный, исходный, творительный и совместный. Начнем с основного и винительного, так как они выражают прямое дополнение и их часто путают. Основной падеж не имеет особого падежного аффикса и потому совпадает с основой слова. Употребляется в тех случаях, когда прямое дополнение мыслится как нечто общее или неизвестное. Отвечает на вопросы «кто» и «что». Ким, онна, тох. Ким, Ким. тох. Тох. Слушаем и повторяем за мной. Дже, Дже.
дом. Джетутабын. Диетутабын. Молодец. Строю дом. Сурук. Сурук. Письмо. Сурук суруябын. Сурук суябын. Суруябын. Суруябын. Пишу письмо. Инах. Инах. Корова. Инах ыбын. Инах ыбын. Дою корову. Вы, наверное, заметили, что имена существительные сохраняют свою основную форму. Идем дальше. Винительный падеж употребляется в тех случаях, когда прямое дополнение мыслится как нечто конкретное или известное, отвечает на вопросы «кого», «что». Тогда к имени существительному прибавляется аффикс винительного падежа «н» или «ы», имеющий различные вариации в зависимости от предшествующего звука. Слушаем и повторяем за мной. Уол – мальчик. Уол. Уолу – мальчика. Уолу. Уолу Уолу. – мальчика. Бу уолу билебин. Я знаю этого мальчика. Бу уолу. Буолу. Бу уолу Буолу. билебин. Белебин. Үле – работа. Үле. Үлени – работу. Үлени, үлени, Үлени. работу. Үчүгей үлени көрдүүбүн. Ищу хорошую работу. Үчүгей үлени Үчүгей үлени. көрдүүбүн. Көрдүбүн. Молодец. Ит – собака. Ит. Иты – собаку. Ыты. Итырык иты баябын. Привязываю злую собаку. Итырык иты Итырык. Ыты. баябын. Баябын. Отлично. У Ани очень хорошо получается. Итак, мы узнали о склонении имен существительных в основном и винительном падежах якутского языка, а также об особенностях их употребления. Керсё хадери. Кирсё хадери. Знаете, каждое утро это как чистый лист, и от того, какими будут первые штрихи, зависит весь рисунок дня. Давайте вместе сделаем этот набросок легким, энергичным и, главное, здоровым. Приглашаем вас на нашу традиционную утреннюю зарядку. Всем доброго утра! Меня зовут Виктория, и сегодня я проведу вам комплексную зарядку на все тело. Ножки ставим чуть шире плеч, носочки у нас смотрят диагонально, гантельки перед собой или можно взять бутылочки с водой. Делаем приседания. В коленях у нас 90 градусов, колено за носочек не выходит, так ни в коем случае не делаем. Сели, встали, сели, сжали ягодички, встали. Делаем таких 16 повторений. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще 8 повторений. Пока наши ножки отдыхают, мы поработаем на ручки, на бицепс рук. Гантельки смотрят, ладошки смотрят прямо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Следующее. Делаем 90 градусов в локтевых суставах и на добивочку наверх. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И 4 полных раза. 4, 3, 2, 1. Выполняем таких 3 подхода. Сначала приседания, а затем на проработку рук. Следующее упражнение – это выпады назад с разведением рук. Ножки ставим на ширине плеч,
делаем выпад назад. В коленных суставах у нас 90 градусов, и в нижней точке разводим ручки наверх. Встали. 8. Встали. 7. Встали. 6. Встали. При этом соблюдаем, чтобы корпус у нас был ровный, животик подтянут. И еще 4, 3, 2, 1. И то же самое делаем на вторую ножку. Но ручки будем выводить вперед. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ложимся на коврики, на спинку. Ножки шире плеч, носочки также смотрят диагонально. Гантельки кладем под тазовые кости. И делаем подъемы таза. 8. На верхней точке мы сжимаем ягодицы. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 пружин наверху. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще раз полная восьмерка. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сжали ягодицы, они у нас будут стоять в статике, пусть они горят. И поработаем на грудные мышцы. Ручки над грудью, в локтевых суставах слегка округлены. И делаем разведение. Выдох, вдох, выдох, вдох. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Гантельки положили под тазовые кости и сделали 4 подхода на ягодички. 3, 2, 1. На этом у нас первый подход завершен. Выполняем таких 3 подхода. Наш силовой комплекс подошел к концу. Выполняйте такие упражнения, и будет у вас красивое подтянутое тело. Всем хорошего дня! Всем хорошего дня, отличного настроения. Надеюсь, наш тренер вам помогла. Но если нет, и вдруг вы заметили, что есть проблемы, давайте внимательно себе посмотрим. Вот бывает, что покраснение глаз с утра может быть не только признаком усталости, нехватки отдыха, но и сигналом о проблемах со здоровьем. Что такое конъюнктивит? Причины возникновения, диагностику, методы лечения разберем в нашей постоянной рубрике. Доброе утро! Конъюнктивит – это воспаление конъюнктивы тонкой прозрачной мембраны, покрывающей глазное яблоко и внутреннюю поверхность век. Это довольно распространенное заболевание, которое может возникнуть у людей любого возраста. Чем же опасен конъюнктивит? Основная опасность – это развитие осложнений или переход заболевания в более серьезные формы, такие как язва роговицы или известковые воспаления. Также при неправильном или несвоевременном лечении возможна инфекция других частей глаза и ухудшение зрения. В случае аллергического конъюнктивита стойкое раздражение и ухудшение качества жизни. Каковы же причины конъюнктивита? Это могут быть инфекции, бактерии, вирусы, аллергические реакции, воздействие раздражающих веществ, дым, пыль, химикаты. Признаки и симптомы конъюнктивита – это покраснение глаз, слезотечение, зуд, жжение и ощущение песка в глазах. Могут быть вязкие выделения или гнойные, если имеется бактериальный характер, светобоязнь и дискомфорт. Как же лечить конъюнктивит? Обязательно надо обратиться к врачу-офтальмологу. Самостоятельное лечение опасно, так же, как и неправильное лечение может привести к осложнениям. Лечение зависит от первопричины. Вирусные обычно применяется симптоматическая терапия, применение глазных капель с противовирусными средствами.
При бактериальной причине назначаются антибиотики в виде капель или мази. При аллергическом – антигистаминные капли и устранение раздражителя. Общие рекомендации – это тщательная гигиена, мытье рук и избегание трогания глаз грязными руками, использование индивидуальных полотенец и салфеток. Не касайтесь глаз немытыми руками. Временно ограничьте использование контактных лиц. Важно не заниматься самолечением и не откладывать обращение к специалисту, чтобы избежать осложнений и сохранить зрение. Будьте здоровы! Забота о здоровье начинается с деталей. Мы пьем из правильной посуды, спим на правильных поверхностях, дышим очищенным воздухом. Мы строим комфортную экосистему для себя, но в нашем доме есть и другие жители, чьи самочувствие напрямую влияет на наше. Это комнатные растения. Их благополучие начинается с того, правильно ли мы выбрали для них кашпо. Как это сделать, узнаем прямо сейчас. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодняшняя наша тема – это горшки и кашпо. Очень часто мы высаживаем растения в неправильные емкости, тем самым укорачивая их жизнь. Как вы знаете, горшки бывают разных видов – глиняные, терракотовые, пластиковые, и также существуют горшки и кашпо. Так, в чем же отличие горшков и кашпо? Горшок имеет множество дренажных отверстий, через которые стекает излишняя влага. Кашпо, оно глухое, оно не имеет никакого отверстия, либо, допустим, бывают такого вида, когда есть одно отверстие, но его недостаточно для того, чтобы лишняя вода уходила, потому что со временем дренаж либо земля могут забивать данное отверстие, и, соответственно, из-за чрезмерного полива грунт начинает закисать, и корневая система у нас начинает подгнивать. Самый идеальный вариант, когда мы высаживаем растения в такие пластиковые прозрачные горшки, потому что со временем мы с вами будем видеть, как развивается корневая система, и через год, через два, когда мы заметим, что корневая система полностью оплела земляной корм, нам нужно будет уже пересаживать в горшок немного больше, чем предыдущий. Какой же размер горшка подобрать? Всегда нужно ориентироваться на корневую систему растения, а не на зеленую массу. Горшок должен быть всегда узкий, тесный, для того, чтобы корни быстрее развивались. Зеленая масса будет нарастать только тогда, когда корни сильные и развитые. Когда мы идем в магазин выбирать для растения горшок, мы видим очень много видов. То есть глаз останавливается, конечно же, на терракотовых. Они очень красивые, эстетичные, фотогеничные. Но есть также и пластиковые горшки. Зачастую они бывают двойные, то есть глухой сосуд, который можно использовать, то есть тоже кашпо, и внутренний горшок, который также имеет ножки для того, чтобы вода лишняя не добиралась до корней, и, как мы видим, также есть сливные отверстия. Так, в чем же разница между пластиковым и между глиняным горшком? В глиняные горшки рекомендуется высаживать цветы, которые не любят чрезмерную влагу, потому что, так как это материал пористый, глина, терракота очень быстрее выводит влагу, поэтому также такие горшки вы можете покупать, если вы любите очень сильно поливать растения. Но зимой на наших подоконниках использовать такие горшки не рекомендуется, потому что сок дует, и такие горшки очень быстро замерзают. Пластик, он очень неприхотливый, удобный, прост в использовании. Опять же, когда поливаете, имейте в виду, что когда лишняя жидкость накапливается во внешнем горшке, необходимо лишнюю воду обязательно сливать. Ну и в пластиковых горшках теплопроводимость низкая, и, соответственно, здесь намного теплее, чем в глиняных горшках.
Вообще сейчас новогодние каникулы официально завершены, мандарины съедены, гирлянды погашены, а будильник снова звонит так рано. И переключиться с режима сна и праздника на режим работы, дела может быть невероятно сложно. Это и есть тот самый посленовогодний синдром. Но не спешите грустить, у нас есть простой, действенный план, как вернуться в рабочий ритм без стресса и надрыва. Смотрите в следующем сюжете. Посленовогодний синдром или как правильно войти в рабочий режим. После каникул, когда организм привык к беззаботному ритму, возвращение к трудовым будням может ощущаться как резкий подъем в гору. Чтобы сделать переход мягче, начните с малого. В первый рабочий день избегайте сложных задач. Пусть возвращение в рабочий поток будет подобно неспешному течению реки. 7 простых, но действенных советов, которые помогут снова влиться в рабочую рутину. Пожалуй, самое простое, но при этом очень важное действие, с которого стоит начать. Убрать лишнее, разложить вещи по своим местам и протереть пыль на столе. Составьте себе расписание на ближайшие дни. В первую рабочую неделю после праздников сложно понять, за что хвататься, а подробный список дел поможет вам быть собранным на работе. Не ждите от себя головокружительных результатов и большой продуктивности в первые дни после каникул. Лениться после 12-дневного перерыва – это нормально. Начните с небольших рабочих задач и постепенно наращивайте темп, не пытаясь сразу справиться со всем. Практикуйте технику помодоро. 25 минут работы плюс 5 минут перерыва и уделяйте 10 минут в день для медитации. Это улучшит концентрацию. Настройтесь на положительный результат. Постарайтесь сместить внимание с минусов первой рабочей недели на плюсы. Пообщайтесь с коллегами, обсудите праздники и подарки. Побалуйте себя новым ежедневником или настольным календарем. Установите вдохновляющую заставку на рабочий стол компьютера. Запланируйте на конец недели что-то приятное. Билеты в кино, встречу с друзьями или просто тихий вечер для себя, который будет вести вас сквозь рабочие будни. Помните, организму нужно 5-7 дней для адаптации. Главное – постепенность. Шаг за шагом вы обретете прежний рабочий ритм без лишнего стресса. Ну, все это замечательные советы, но хочется услышать совет профессионала. От новогоднего настроения, гирлянд и мандаринов мы переходим к ранним подъемам, планам и отчетам. Это переход для многих похож на столкновение с реальностью, и мягко войти в рабочий ритм получается не у всех. Как перезагрузить внутренние часы, справиться с постпраздничной апатией и найти ресурс для новых целей, разберем сегодня с клиническим и кризисным психологом Валентином Дмитриевым. Валентин, доброе утро. Ну, честно сказать, даже я испытываю определенные сложности, хотя ранние подъемы для нас не редкость. Как вот правильно ставить цели на январь и новый цикл, чтобы они мотивировали, а не пугали своим масштабом? Потому что как бы вот все такие: ах, давайте запланируем там 550 целей, а потом наступают будни января, и как-то реализация не удается. Давайте начнем с того, что цели нужно ставить не просто так, их нужно ставить с опорой на ценности. Что такое ценности? Ценности — это, скажем, свободно выбираемые некие такие направления, какие-то качества нашего характера, да, качества наших действий. То есть у нас вот есть, например, сферы жизни, да, вот как семья, работа, там, здоровье, общение с друзьями, и есть ценности. То есть как мы себя вот в этих сферах себя проявляем. То есть ценности о том, каким человеком мне важно быть, какие качества проявлять в отношениях, например, со своими детьми. То есть каким отцом или матерью мне важно быть, каким сотрудником мне важно быть. Например, заботливым отцом там, да, или внимательной матерью, или надежным и ответственным сотрудником. И исходя из этого мы уже можем ставить определенные цели. Например, если мне важно быть заботливым отцом, то я, например, буду каждую субботу, допустим, со своими детьми планировать куда-то выход. И таким образом, когда мы ставим такие цели, да, с опорой на ценности, то нам возвращается определенная жизненная энергия, так называемая витальность. То есть у нас появляется мотивация для того, чтобы эти цели достигать. Потому что часто, когда цели ставятся просто так, без опоры на ценности, или потому что так, так нам диктует общество, то какие-то навязанные цели, да, у нас очень быстро тратится энергия, и мы очень быстро выгораем. Вот, поэтому цели нужно обязательно ставить с опорой на ценности.
Многие пытаются вернуться в режим резко, то есть вот начну новую жизнь с понедельника, начну новую жизнь с Нового года, там все изменю абсолютно там со следующего месяца. Ну, насколько это актуально и почему это не работает? Дело в том, что здесь, во-первых, нужно упомянуть о том, что важно то, как человек проводит вообще новогодние каникулы. У нас есть 3 системы эмоциональной регуляции, то есть то, что, скажем, регулирует наше эмоциональное состояние. Это первая, так называемая система угрозы, то есть когда нам что-то угрожает, мы теряем какое-то ощущение безопасности. У нас есть 3 известных реакции на это, да, бей, беги или замри. Есть вторая система, это система драйва, то есть это система, нацеленная на достижение целей, какие-то амбиции, мотивация. В том числе она связана с влечениями и удовольствиями. Есть система успокоения, то есть когда мы чувствуем себя максимально расслабленно, когда мы никуда не бежим, когда нам не нужно ни с кем сражаться, ни за что сражаться. Мы максимально расслабляемся, находимся в настоящем моменте, и таким образом мы восстанавливаем ресурсы. Так вот, дело в том, что вот система успокоения, она у нас эволюционно не развита, потому что так получилось, что исторически, конечно, чтобы нам выжить, нам нужно было постоянно быть в напряжении, постоянно сражаться, скажем, да, за выживание. И как-то вот самосострадание, самоподдержка у нас как-то не развита, вот эта система. И в этом возникает определенная сложность. Поэтому в новогодние праздники часто люди путают вот расслабление настоящее, да, систему успокоения, они путают с системой драйва. То есть, например, некоторые люди очень бурно отмечают праздники, да, с родственниками, с коллегами, с друзьями. К сожалению, часто сопровождает обильным употреблением алкоголя. Надо понимать, что это продолжение работы системы драйва. То есть как вот человек работал до 30 декабря, и точно так же он в таком же напряжении продолжает отмечать новогодние праздники. Также это может быть связано с тем, что человек работает в новогодние праздники, либо, например, занимается какими-то домашними заботами. И, конечно, в таком же напряжении, вот с этой активированной системой драйва, он выходит потом на работу. Конечно, вот он пытается резко войти в режим, а ресурсов у него нет. И поэтому человек, у него ничего не получается, человек испытывает чувство вины за это, начинает себя как-то корить. И здесь очень важно именно новогодние праздники отмечать, чтобы система успокоения активировалась, да, то есть, самый простой пример со своими родными, смотреть сериалы, да, какие-то фильмы, например, в настольные игры играть, просто гулять по улице спокойно, да, то есть замедлиться, остановиться, и тогда человек восстанавливает ресурсы, конечно, выход на работу будет намного легче. И, конечно, вопрос, были праздники, было все так ярко, был эмоциональный подъем, все это закончилось, и все равно у многих ощущается чувство грусти и опустошенности. Вот что делать с этим? Здесь у нас такая, знаете, есть культурный стереотип, да, о том, что Новый год и да вообще, например, отпуска, каникулы, даже выходные, они у нас, скажем, очень строго разделяются, да, с друг другом. То есть вот есть новогодние праздники отдельно, там очень такой рубеж, возникает, да, какая-то граница, и дальше идут рабочие будни. И получается так, что как будто бы система успокоения, да, расслабления, она осталась как будто бы там в новогодних праздниках. Вот, а на самом деле мы можем эту систему успокоения активировать даже в процессе работы, да, потому что человек воспринимает работу так, как будто бы это что-то очень такое, где много тревог, каких-то страхов, напряжения. А очень важно именно даже в процессе работы находить то, что тебя расслабляет. Да, например, чашечка кофе в обеденный перерыв. Кстати, очень важно в обеденный перерыв не общаться с коллегами о работе. То есть лучше поговорить о чем-то отвлеченном, например, потом зайти в кабинет с чашечкой кофе, закрыться, да, некоторое время просто посидеть в тишине, либо послушать музыку, то есть отвлечься. Когда мы приходим домой, тоже очень важно не говорить о работе с родными, не нагружать их, ни себя, ни их, то есть именно вовлекаться в настоящий момент и нормально отдыхать. Мы откладываем задачи надолго, то есть раскачиваемся, да, сделаем попозже, вот мы войдем в режим, потом выполним, потом начинается аврал. Какие инструменты могут помочь победить вот это состояние, что давайте потом, все потом, и потом наступает, что да. Такая прокрастинация начинается.
Здесь очень важно использовать навык именно вовлечения в настоящий момент. То есть замечать, ну, то есть там принять удобную позу, да, глубоко вдохнуть, выдохнуть. Вообще вдох-выдох — это прям, ну, это классическая вещь, то есть, которая помогает нам остановиться в моменте. Вдохнуть, выдохнуть, начать замечать свои мысли. Да, то есть буквально можно вставлять такую конструкцию: я замечаю, что у меня есть мысль, такая-то, такая-то. То есть мы наблюдаем за своими мыслями, как за проплывающими облаками. Потом замечаем, что у нас происходит в теле, да, то есть как мои ноги, да, там касаются пола, как у меня спина там касается стула и так далее. То есть мы замечаем тоже свое тело, то есть учимся его именно контролировать, понимать, что мы можем его контролировать. И далее полностью вовлекаемся в настоящий момент. То есть даже можно какой-то ритуал взять ежедневный, ну, допустим, мытье посуды, да, мы, наверное, каждый день все моем посуду, и буквально можно это использовать прям при мытье посуды, вот это осознанное мытье посуды, да, называется. То есть, когда вы наблюдаете за своими мыслями, да, то есть не вовлекаетесь в них, просто отпускаете, и буквально моете посуду, например, там, тарелку, прям можно ее потрогать, да, посмотреть, какого она цвета, что на ней нарисовано, какие узоры, потрогать воду, какая она теплая, холодная, и вот этот запах, например, там, моющего средства и так далее. То есть вовлечься в настоящий момент, вот такая практика нам помогает бороться с прокрастинацией. Спасибо большое за советы. Я думаю, что они, безусловно, действенны. Конечно, еще есть что обсудить, Да. поэтому до новых встреч. Ну и желаем, дорогие телезрители, чтобы ваш день был насыщенным, настроенным, и все советы, которые вы примените, обязательно помогли реализовать свои планы. Ну а прямо сейчас спешим поделиться последними новостями. А мы продолжаем рассказывать актуальные новости этого утра. Поддержка льготников по программе социальной газификации в 2026 году будет продолжена. Из федерального бюджета планируется направить 1 миллиард рублей. Как и прежде, участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей. Такую поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники СВО и члены их семей, инвалиды первой группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны. Дмитрий Садовников провел совещание по вопросам возведения медицинских объектов. Первый заместитель председателя правительства Якутии заслушал доклады о ходе строительства и реконструкции зданий в таких населенных пунктах, как Майя, Сангара, Намц, Нюрба и в Нерюнгри. По итогам 2025 года большинство запланированных работ на медицинских объектах завершены и находятся на завершающей стадии. Исключением стал лечебный комплекс в селе Намцы, но и он в ближайшем будущем будет открыт для посещения. По другим объектам в других районах ситуация в целом неплохая. Исходя из условий финансирования, объекты сданы. Два объекта, они осенью были перенесены в связи с грунтовыми условиями, неподходящими для строительства на 2026 год. Текущий это больничный комплекс в селе Майя и лечебный корпус в городе Нюрба. По остальным объектам, запланированным к вводу в 2025 году, данные объекты полностью завершены на сегодняшний день. Минтранс ожидает увеличения эффективности и роста ЖД-перевозок в 2026 году. Такой прогноз дал министр транспорта России Андрей Никитин. Некоторый рост будет за счет повышения эффективности перевозок. Напомним, по итогам 2025 года погрузка на сети российских железных дорог была на 5,6% меньше, чем в 2024 году. Министр отметил, что при общей разнонаправленной динамике наблюдается устойчивый рост перевозок в дружественные страны. В
стенах факультета естественных наук проходит проектный конвейер создания и развития школьного научного клуба. Для педагогов и работников образования республики проходит специальная сессия, направленная на оказание поддержки деятельности школьных научных клубов. Ученые и преподаватели СВФУ и научных учреждений Якутии вместе с сотрудниками Малой академии наук проводят консультации по разным направлениям деятельности клубов и по отдельным проектам. Мероприятие проходит в рамках научно-практической конференции «Шаг в будущее». Сегодняшнее мероприятие, конвейер школьных научных клубов, это как раз наша попытка познакомить тех, кто уже давно ведет это направление, создает и развивает школьные научные клубы, поделиться своими лучшими практиками, своим опытом, это рассказать, как вообще организовано взаимодействие со школьниками, какие проекты делают, в каких мероприятиях, конференциях участвуют, чтобы у нас в республике сложилась такая большая сеть школьных научных клубов, которые работают над различными научными темами. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Мы продолжаем делиться интересными новостями. В Харбине посетители зимнего карнавала смогли прокатиться на санях, запряженных роботами в виде собак. Четвероногие машины уверенно буксировали сани по льду, а некоторые из них, одетые в праздничные костюмы, также исполняли танцевальные номера на сцене. Гости мероприятия отмечали, что такая поездка стала для них новым и необычным развлечением, которое сочетает в себе воспоминания о традиционных зимних забавах и впечатления от современных технологий. Многие подчеркивали, что развитие робототехники приносит не только удобства, но и новые формы досуга и радости. Ну что, вот такие новости на сегодня. Всем хорошего дня, отличного настроения и, конечно, встретимся, но послезавтра. Пока-пока!